А ситуация это все больше накаляется. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как талибы заявили о захвате приграничной с Таджикистаном провинции. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. ООН призвала стороны конфликта в Афганистане к немедленному прекращению огня. Как заявил координатор гуманитарной помощи организации Мартин Гриффитс, нападения на провинции Гельмент, Кандагар и Герат привели к гибели тысячи человек. В новом докладе ЮНИСЕФ говорится, что за трое суток в различных провинциях погибли около 30 детей. Талибы заявили, что захватили провинцию Бадахшан на севере-востоке Афганистана. Боевики взяли под контроль столицу этой провинции, город Файзабад. Следует это из заявления представителя Талибана, радикальное движение, которое запрещено в России. В нем отмечается, что талибы захватили городскую администрацию, штаб полиции, местные разведывательные управления и другие учреждения. Местное агентство со ссылкой на анонимного представителя власти также сообщило, что боевики взяли Бадахшан, почти все районы провинции, включая ее столицу, под контролем талибов. Правительственные силы безопасности отступили. Местный парламентарий подтвердил агентству «Франс Пресс» захват города боевиками. Прошлой ночью силы безопасности, сражавшиеся с талибами, столкнулись с серьезным давлением. Талибы захватили город. Обе стороны понесли большие потери, сказал он. Накануне сообщалось, что под контроль боевиков перешли несколько столиц афганской провинции. По заявлению талибов, это 9-й провинциальный центр из 34 в стране, перешедший под их контроль за последние 3 дня. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, границу Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном уже контролируют талибы. Об этом очень нервно заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, по его словам, страны-члены ОДКБ должны находиться в боевой готовности и к возможному нападению Талибана. Для нас важно то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль Талибаном. Он пояснил, что на данный момент все угрозы, исходящие от Афганистана, сохраняются. Наркотрафик, проникновение террористов в Российскую Федерацию через Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и угроз не становится меньше, сказал Шойгу. Глава Минобороны добавил, что лидеры Талибана обещают не переходить границу и не атаковать сопредельные государства. Между тем, Россия продолжит проводить учения с Узбекистаном и Таджикистаном у афганской границы и в будущем. В организации призвали стороны конфликта к немедленному прекращению огня, урегулирование в Афганистане и захват талибами новых территорий обсудят в Дохе. Как вы относитесь к сложившейся ситуации и о том, что в России все больше нервничают? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!